Печальная весть пришла сегодня из Чебоксарской епархии. Перестало биться сердце старейшего архиерея Русской Православной Церкви. На 90-м году жизни скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Его при жизни считали святым в монастырях Афона и на Святой Земле в Иерусалиме. Хотя это совсем не принято в православной церкви. Основания для такого отношения были. Митрополит Варнава в пример всем верующим строго и стойко нес свой архиерейский крест, отдавая церкви и своей пастве все силы души, терпя старческие болезни и превозмогая немощи. Уроженец древнего священнического рода, он страдал за веру с самого своего рождения. Много лет служил в Троице-Сергиевой лавре, фактически возглавлял ее в трудные времена хрущевских гонений. В 1976 году епископ Варнава-Кедров стал чебоксарским архиереем. За 43 года его управления епархией она выросла до митрополии. При нем открыто более 200 приходов, восстановлено 7 монастырей. Если храм пустой, души в нем нет, верующих нет благочестивых, он пустой. Именно с храмом надо возрождать и души. Людей обязательно. Потому что если мы не будем возрождать души, значит, пусто. Храмы Богу не нужны. Храмы – это для молитвы. А люди спасаются в храмах. Поэтому и то, и другое надо делать. Я хотел бы поблагодарить вас, ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит Варнава, за ваши труды долголетние на Чувашской кафедре. Знаю, как вы сердцем приняли чувашский народ и как Чувашия вас полюбила. Знаю, как многих вы воспитали, в том числе и представителей духовенства. Передали им свой духовный опыт, поддержали их в жизни. И хотел бы пожелать, чтобы и впредь активно развивалась церковная жизнь в Чувашии. Господь и вера навсегда связали его с Чувашией. Уроженец Рязанской области даже свой День ангела так совпало чудесным образом он отмечал в День республики. Верующие искренне любили своего владыку, а он отвечал им взаимностью. Он всегда говорил, что будет служить здесь до последнего своего часа. Я удержался очень долго здесь, 40 лет здесь. И почему-то меня до сих пор не прогнали. Чуваши терпят меня. Ну ничего. Пускай терпят, а я буду работать. Стараться служить, храмы еще строить, продолжать все так же, как строю. Конечно, я старею. Охота побольше бы было сделать. Ну, сколько смогу. Почетный гражданин города, обладатель самого первого в истории Чувашии ордена, владыка был едва ли не самым почитаемым человеком в республике. С безмерным уважением к митрополиту Варнаве относились не только священнослужители и прихожане. Выражаю искреннее соболезнования всем тем, кто искренне верует и всячески относится к церкви. Для нас это очень серьезная утрата. Человек был предан своему делу, находился в постоянном служении. Любить всех, как друзей, так и врагов. Заботиться о больных, старых, немощных и заключенных неустанно призывал архипастырь. Его главной мечтой, и он говорил об этом многократно, было предстать перед Господом и сказать ему: «Вот я, а вот моя паства». Он жил для того, чтобы спасти не только свою душу, но привести к Богу всех, как верующих, так и неверующих. Будем молиться и прославлять Господа. Желаю вам здоровья, Божьей помощи, призываю Божье благословение на ваши семьи, на ваших родственников, на всех. Храни вас Господь. Его добрые напутствия, наставления, проповеди и благословения останутся нам как драгоценное наследство. Зинаида Паршагина, Вести, Чувашия.